В Абхазии более 7 тысяч человек стали жертвами политических репрессий 30-40-х годов XX века. С 1937 по 1942 годы была уничтожена почти вся научная и творческая интеллигенция Абхазии. Были убиты также зажиточные крестьяне. Годы сталинских репрессий навсегда вошли в историю Абхазии как одни из самых трагических. Отдать дань памяти погибшим в сталинских лагерях, к памятнику жертвам политических репрессий в Сухуми пришли президент Рауль Хаджимба, представители руководства страны, общественность. Люди, которые оставили нам наше государство, страну, наше будущее, мы должны, конечно, всегда помнить о них, почитать их и постараться избежать этой участи, через которую они прошли. У каждого здесь из стоящих и отсутствующих наверняка кто-то есть, кто прошел через эту школу ужасов. У нас, например, дед, отец, дядя, брат. И так у каждого, если не у каждого, у большинства людей. Поэтому мы не можем о них забывать. Сколько всего людей было убито в СССР в период Большого террора, а также до и после него, до сих пор неизвестно. В списках репрессированных представители разных национальностей, профессий. Большая часть из них молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет. Необходимо сделать все, чтобы сохранить память о невинных жертвах тех страшных лет. Нам нужно сделать то, чтобы и эта память сохранилась и в наших изданиях, воспоминаниях, которые собираются по крупицам людьми, которые помнят это еще. Есть материалы, которые свидетельствуют о этой истории. И их нужно раскрывать и подносить нашей молодежи, создавать условия для того, чтобы люди помнили, и чтобы такая ситуация больше в жизни нашего народа и других народов не повторилась. Многие из пришедших в этот день к памятнику – родственники жертв репрессий. Они знают о тех трагических событиях по рассказам своих родителей. Лейла Василиади – дочь знаменитой Адиле Аббасуглы, которая была объявлена врагом народа из-за того, что состояла в родстве с Нестором Лакоба и была репрессирована на 16 лет. Как рассказывает Лейла, несмотря на все тяготы, которые пришлось пережить ее матери, это ее не сломило. Наоборот, Адиле Аббасуглы – пример невероятного жизнелюбия. Она вообще герой, женщина. Молодая сама, с 2 детьми, с больными. Такой тяжелый путь жизненный прошла. Ну, все, может быть, за то, что она слишком молодая была, она выдержала, закалилась. И, может, и генетика, она до сих пор живет. Уже 99 лет, хотя она уже всего лишена. Пока человек живет на этой абхазской земле, он должен помнить, это самая страшная история, как и война абхазская, так и этот 1937 год. То, что каждый год к памятнику репрессированным приходят люди, говорит о том, что никто не забыт и ничто не забыто. И память о жертвах политических репрессий навсегда останется в истории абхазского народа. Алика Трапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.